Еще один резидент арктической зоны. Им стало общество с ограниченной ответственностью «Интинское». Предприятие планирует заниматься животноводством, хлебопечением, производством молока и молочной продукции, а главное – развивать оленеводство. О попытках вывести Инту Приполярную на конкурентоспособный уровень расскажет Анна Зубарева. Еще в середине августа в Инту прибыл правительственный десант. Тогда министр экономического развития России посетил ряд важных для региона предприятий. Среди них оказались не только промышленные, но и сельскохозяйственные. Власти республики скрывать не стали, что рассчитывают на поддержку федералов. Мы просили разработать упрощенный порядок получения займов именно Фонда развития моногородов и предусмотреть именно целевое назначение займа. Это очень важно, потому что это точно совершенно позволит предприятиям активнее получать средства на свое развитие. Общество с ограниченной ответственностью «Интинское» вместе со статусом резидента арктической зоны получает льготы и перспективы. К слову, предприятие зарегистрировано в мае этого года и призвано вдохнуть жизнь в давно существующий агрохолдинг «Инта Приполярная», на ферме которого больше 200 дойных коров и 112 телят. Ежедневно цех перерабатывает 1700 тонн молока. Огромный ассортимент продукции выпускается из мяса оленины и говядины. Но для стабильной работы и увеличения дохода необходима модернизация. Об этом еще в марте говорили депутаты Госсовета Коми. С рабочим визитом весной они посетили производство. В республике есть план по тому, как привести Инту Приполярную в рабочее состояние. Вы сами видите, в каком состоянии все. Требуется вливание по всем направлениям. Из-за высоких затрат на выпуск продукции, оплату энергоносителей и коммунальных услуг производство пока что убыточно. А самому предприятию требуется ремонт строений и обновление оборудования. Тем более у агрокомплекса «Инта Приполярная» много конкурентов, а значит точно нельзя стоять на месте. Ранее в соцсетях даже появились сообщения о ликвидации оленеводческого хозяйства и сокращении рабочих мест. Министр сельского хозяйства Коми поспешил их опровергнуть. Агрокомплекс «Инта Приполярная» – это республиканское предприятие, входящее в структуру собственности республики. Сегодня предприятие ведет кормозаготовку. Заготовлено практически 30% от необходимого количества кормов. А недавно приобрели целый железнодорожный вагон комбикорма. Этого должно хватить до декабря включительно. Что касается ремонтных работ, они запланированы, делится Денис Шаронов. Все-таки для Инты и республики в целом агрохолдинг – социально значимая организация. Он обеспечивает население района рабочими местами, что особенно важно в условиях сложной ситуации на рынке труда моногорода. Анна Зубарева, телеканал Юрган, Инта.